2 апреля Управление госавтоинспекции МВД посетили президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Товарищ главнокомандующий, личный состав Государственной автомобильной инспекции занимается выполнением функциональных обязанностей и несет службу в штатном режиме. Происшествий нет. Начальник управления полковник Авицба. Целью визита было ознакомление на месте с положением дел по вопросу упрощенного порядка выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российский паспорт или вид на жительство. В сопровождении исполняющего обязанности министра внутренних дел Роберта Кьюта и исполняющего обязанности заместителя министра Беслана Чкадуа Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили кабинеты, подготовленные для выдачи указанной категории водительских удостоверений. 2 окна, прием документов, по истечении срока. Кто получил впервые после сдачи экзамена, получает здесь водительское удостоверение. После получения они заходят туда, их фотографируют, электронная подпись. Как тест проходит? Пока налаживается работа, значит, в общем порядке определен порядок по обращению. Граждане будут обращаться с заявлением, документы, значит, паспорт гражданина Российской Федерации, плюс паспорт гражданина Абхазии, водительское удостоверение действующее. Данные документы будут, значит, скопированы, проверены по базе и уже направлены в госавтоинспекцию МВД России для последующей уже сюда передачи и выдачи. Решение выдачи водительского удостоверения в упрощенном порядке первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал исключительным, достигнутым в ходе переговоров президентов Бадры Гунба и Владимира Путина. Президент Абхазии Бадра Гунба, в свою очередь, поблагодарил за оперативное решение данного вопроса. Как вы обращались туда к Владимиру Владимировичу, значит, есть решение президента. На год президент продлил выдачу прав. То есть до 1 апреля, собственно, вчера должна была завершиться история, и по идее с сегодняшнего дня уже нельзя было бы въехать. Да? Значит, такое абсолютно исключительное решение для Абхазии, только для Абхазии. На год можно будет продолжать по территории России передвигаться по абхазским правам и год на выдачу. Да? При этом, что важно еще, то есть заложена указом президента упрощенная процедура, то есть без экзаменов, без медицинского освидетельствования, то есть владелец абхазских прав получает российские права по упрощенной процедуре. Ну и важнейшая вещь, действительно, чтобы, как и по пенсионерам, то, что мы с утра говорили, чтобы им не ехать ради этого в Сочи и в Краснодар, так и по водителям можно будет всю замену произвести прямо здесь. Работа, огромная поддержка граждан нашей страны. Действительно было обращение на имя Владимира Путина с просьбой оказать содействие в продлении. Но я знаю, что вы сами лично курировали это направление, этот вопрос. Вы создали механизм, который намного удобен для наших граждан. Нашим гражданам не нужно будет выезжать в Сочи, оформлять документы, а на территории, в одном месте, фактически при условиях одного окна, они могут оформить все необходимые документы. Этот механизм намного упростит получение удостоверения, водительского удостоверения Российской Федерации. Спасибо вам большое. Далее в ходе встречи в формате 2 на 2 при участии президента Бадры Гунба и министра внутренних дел Роберта Кьют, первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина обсудили предстоящий туристический сезон. Ну, конечно, большая просьба, вот мы с вами уже говорили, с точки зрения гораздо большего потока туристов, а это значит и доходы, и, в общем, заработная плата, и рабочие места, и налоги. Это, в общем, важная вещь. Но вот о чем просили туристические компании, которые этим занимаются, они просили о том, чтобы была какая-то горячая линия. Мы фактически всех из водителей, которые занимаются извозом туристов, обязали в своих автомобилях повесить наши таблички, где там есть QR-код, по этому QR-коду человек имеет возможность выходить на горячую линию, в том числе и, в принципе, в этом QR-коде заложена вся, вот, допустим, весь туристический маршрут еще в Республике Абхазия, который может еще посетить вот такой комплексный метод, тестовый, так скажем,
Проект запустили в прошлом году, мы в этом году его планируем продолжить, то есть увеличить количество автотранспортов, в которых это будет оборудовано, то есть, соответственно, и человек будет иметь возможность в случае возникновения той или иной ситуации, угрозообразующей для него, быстренько сообщить в соответствующие органы. Касаясь вопроса безопасности, было высказано предложение о создании нового подразделения при МВД Абхазии туристической милиции. Мы проговорили с Сергеем Владимировичем вопрос создания специального подразделения, Сергей Владимирович, так называемая туристическая полиция, которая, я считаю, что будет призвана еще больше обратить внимание, значит, на безопасность порядка, в том числе и прибывающих сюда на территорию людей, учитывая, что у нас туристическая направленность, очень важное направление, сфера. И считаю, что действительно есть необходимость закрепить и может создать подразделение туристической полиции. Они должны действовать в первую очередь в городах с наибольшим скоплением туристов. Это Гагра, Сухум, Афон, Гудаута. И дальше будем развивать это подразделение. Спасибо большое за такое решение, потому как это для нас очень важно. Мы ежегодно, когда в преддверии летнего сезона, фактически наши сотрудники, не выполняя свой функционал, занимаются обеспечением правопорядка. То есть каждый наш сотрудник, он находится в патруле посменно. То есть это для нас очень серьезно влияет на результат работы МВД в отрицательном порядке. Но если будет такое подразделение, профильные уже сотрудники, которые будут иметь свои уже средства, необходимые для обеспечения безопасности и правопорядка, то есть, конечно, это будет замечательно. Мы готовы к этому приступить. В ходе встречи были подняты вопросы пересечения государственной абхазо-российской границы в пору летнего курортного сезона и возможных мер по стабилизации ситуации на рубеже по реке Псов, пиковые нагрузки.